Так, хочу снять видео. Ставим передний мост с МТЗ-12 с 1221 на трактор МТЗ-80. Хочу снять видео, что тут менять придется. Короче, вот мы его повесили. Мост МТЗ-1221, балочный. Тут получается, к брусу, если его подцепить, тут ничего не меняется. Станет из МТЗ-82 с МТЗ-80. Полностью станет ровненько. Что только придется поменять. У этого мосту не совпадает придаточное число. Приходится менять шестерни. Чтобы поменять шестерни, снимаются бортовые, правая и левая, и меняются шестерни. На каждой бортовой 2 шестерни меняются. Тут 2 шестерни и тут 2 шестерни. Сейчас их сниму, какие шестерни там меняются. Ще тут великую кабину большую будем ставить. Сниму, что менять треба. Короче, меняются эти вот шестерни, от старая шестерня, от новая. Вот сама бортовая. Вот эта вот старая шестерня, она получается больше за новой. Такие шестерни подходят с балочного моста МТЗ-82. Вот тут получается зубьев меньше, а вот эта вот уже шестерня больше, чем эта вот старая. Они меняются, эти 2 шестерни. У каждой бортовой 2 шестерни меняются. Одна большая шестерня, другая малая. Ну вот, новые купили. Их пришлось проточить, бо с завода продали. И она была, получается, недоточенная. Проточили. Сейчас будет сюда подшипник забиваться. Саму бортовую меняется. Это вот у сателлита оно заходит. Короче, меняются 2 шестерни. Шестерни стоят $500 на весь мост, чтобы поменять шестерни. Дорогие шестерни получаются. Но мост с МТЗ-1221 получается дешевейший, чем с 82. Не дешевейший, чуть дешевейший, но получше, чем 82 портальный. А вот сам трактор. Ну, короче, я рассказал, мы его разобрали, меняем все подшипники и шестерни. Мост сам подошел, ровненько зашел. Ничего тут подташивать не треба. Поставили, забили пальцы и все. Получается уже мост под дозатор на 2 цилиндра будет. Ну тут по мосту, я же говорю, просто меняются 2 шестерни, как я вам сказал. Дальше подписывайтесь на канал. Полностью сложим, сниму видео, как будет мост передний робить. По кабине. Мы тут ставим, кабина была малая. Чтобы поменять кабину, вот с этой вон то большая кабина и малая. Меняются рычаги тормозов и сцепления. Если на сцепление можно его переробить, трохи там отрезал и приварил. А вот с тормозами пришлось новые куплять рычаги полностью, бо старые никак не переробишь. Вот новые рычаги купили. А на сцепление переробили. Так, и еще, чтобы на сцепление купляется вот эта тяга новая. Бо на старом, вот она старая, она не такая полностью, не такая вот старая, а вот новая. Чтобы на сцепление выжимать, робить, пришлось куплять новую эту тягу. Это шкворня. Покажи, какие рычаг. Тоді. А вот рычаг его срезали и переробили. Вот трохи вот тут вот отрезали, сварили ровненько. И тут тоже был изгиб, пришлось выровнять, чтобы было ровно. И вот такие вот приварили. Ну и боковая кулиса поставили. Так, дальше что? По раздатке. По раздатку мы еще не поставили, но раздатка ничего не меняется. Ставится та же самая, что с МТЗ-82. Раздатка ставится. И только что придется, тут, если ставить балочный мост, тут у нас сейчас нема подвесного, укорачивать передний кардан придется, чтобы поставить, он получается, укорачивать его придется, первого кардана. Насколько там укорачивать треба? Насколько укорачивать кардан? На 5 сантиметров придется укорачивать кардан. Ще можно кардан с УАЗика поставить, и он там на шлицах ходить. Да, с УАЗика? Тут треба будет приварывать пластины, чтобы мост сильно не... Тут придется наваривать пластины, бо тут получается
Вот, покажи. Средина сильно высокая, вот получается тут расстояние сильно великое. И при ямах, например, оно будет сильно ломать тягу, это дело сзади Ну, будет. тяга регулировочную тягу, да? Да. Регулировочную. Пластины оставляем между этим и этой пластиной 4 сантиметра. ровно. Да. Ставим ровненько мост и навариваем сюда вот пластину. И вот пластина, чтобы была 5 сантиметров не доходила до этого вот. Чтобы оно не заламывало, бо если оно было длинное, это вот тяга, где тут сейчас я нема, регулировала развал. Схождение. И оно было гнуть его, а брус на ямках сильных. Вот тут получается, вот, поглядите, мост был трохи приподнятый перед трактором. Вот, оно показано, да. Вот это вот у 82 балаш на мосту, он получается тут вот на середине двумя штуками штопорится, а тут получается оно выше стоит. На самом верху. И получается он был перед с таким мостом поднятый где-то на сантиметров 5. Приподнятый будет. Ну не сильно той будет приподнятый. Короче, тут перерабатывается, меняются шестерни, навариваются пластины. Дальше что мы тут сделали? Поменяли новый маховик, полностью новенький. Корзина сцепления новая. Чтобы поменять, поставить, например, тут вот промежутка, это вот промежутка старого образца первых же тракторов. Придется тут вот, чтобы поставить стартер для этого трактора, меняется полностью маховик и корзина сцепления. И подтачиваем. Вот тут внутри будет маховик цеплять, лучше сточить. Там пол сантиметра, даже чуть меньше, чтобы не цеплять. Сточить там. Но оно стачивается и не будет цеплять. Про промежутку сказал. Потом поставим подшипник, треба поменять у раздатки. И ставить уже раздатку будем. Ну все. Ще поставим дозатор. Для дозатора купили такий специальный. Вот бачок продается, стоит $50. Он с фильтриком. Вот фильтрик. И вот сам бачок. Сюди вот он так выглядит, сдалека выглядит. Вот. Это вот бачок, заливается масло сюда. Это вот обратка, а это вот чисто масло идет. Сюда устанавливается дозатор, прикручивается, а вот с этой стороны идет кардан с кабины с руля. Ну я скажу, такие вот бачок получше, чем вот идут они на новых тракторах. Это вот с бачка гидравлического. Такий вот отдельный бачок для рулевого лучший. Набагато буде лучше. Туди масло не так греется. Например, если с куном робить, оно было масло у бачке гидравлики греется, и получается оно греется масло и на руль женша. 14 с куном, если груженным было тяжко руль крутиться. У нас то на втором тракторе так оно греется. Там уже с бачка идет смазка на дозатор. Оно при куне с ликуном поднимать греется масло, и потом руль тяжко крутится. Такий вот отдельный бачок получше будет. У 100 раз. Так, поменяли помпу новую, поставили. Новая помпа. Тут он полностью перебраны, все новые подшипники. Поршневая чешская. Ну что там, зробил? Ну все. Подписывайтесь на канал. Сниму видео, як сложим полностью кабину, як була з переднім мостом балочним. МТЗ-1221. Ну все, всем пока. Подписываемся на канал. Ставим палец вверх.